Как всегда, сдаем телефон. Старшеклассники сдают не только тетради, но и смартфоны. На уроке никаких переписок. В 5-й школе Назрани запрет на пользование телефонами во время занятий ввели еще в прошлом году, внеся поправку в устав школы. И результат от такой меры не заставил себя ждать. Положительные изменения замечают как преподаватели, так и сами учащиеся. Вредно влияет на здоровье детей, на их мозговую активность, на то, что они утверждают снижение концентрации внимания детей, соответственно, и снижение уровня учебы. Я отмечаю, что в нашем классе действительно с момента применения этого закона обучаемость, уровень обучения, уровень учебы у моих одноклассников повышается, у меня также. Да вот как мы стали запрещать пользоваться телефонами во время учебных уроков наших, естественно, мы заметили, что учеба повысилась у них в положительную сторону, дети стали более спокойными. О том, что смартфоны мешают образовательному процессу, педагоги говорят не первый год. Проблему негативного влияния телефонов на образовательный процесс поднимал и глава Ингушетии Махмуд Али Калиматов. Во всех общеобразовательных организациях имеются локальные акты о запрете пользования мобильных телефонов во время образовательного процесса, кроме таких экстренных случаев. А вот на федеральном уровне запрет на использование мобильных телефонов в школе Госдума одобрила накануне. Законопроект парламентарии приняли в первом чтении. Учителя уверены, такая мера позволит улучшить качество образования, вовлеченность школьников в учебный процесс. Гаджет с выходом в сеть не только отвлекающий фактор, но и своеобразная шпаргалка. Мы положительно относимся к запрету использования телефонов в учебном процессе, так как считаем, что телефоны, вообще мобильная сеть несет пагубное влияние на мозг ребенка, идет полная деградация. На контрольных работах ученик перестает думать сам, он полностью надеется на помощь мобильных сетей. Большинство подростков предпочитают живому общению виртуальное. Ребенок становится замкнутым, отстает в учебе. После вступления закона в силу использовать телефоны можно будет только в экстренных случаях, когда речь идет о здоровье учеников или ситуациях, связанных с необходимостью задействовать средства связи. Я полностью согласен, что телефонами нельзя пользоваться во время урока, так как это сильно отвлекает от учебного процесса, и ученик не способен буквально запоминать то, что ему учитель объясняет на уроке. Но, в принципе, полностью согласиться я не могу, так как телефон все-таки нужен, чтобы в экстренной ситуации связаться с родителями. Дети отвлекаются на телефоны, у них все мысли заняты этим телефоном, кто прислал сообщение, как отправить. Ну, естественно, образование страдает. Учителя также отвлекаются на то, чтобы сделать замечания этим детям. Ну, мне кажется, что ребенок недополучает некую информацию. А вот уроки труда, напротив, планируют сделать обязательными. Как считают законотворцы, трудовое воспитание – неотъемлемая часть образовательного процесса, необходима для каждого ребенка. Школьники будут выполнять трудовую деятельность в рамках образовательного процесса. Туда будет входить, что учащиеся будут принимать участие в трудовых десантах, убирать школьную территорию, оказывать помощь в библиотеке, высадка деревьев, участвовать в трудовой деятельности будут в соответствии с возрастными категориями. Так у нас во всех общеобразовательных организациях ведутся уроки технологии. Согласны с таким мнением и сами родители. Независимо от учебной программы, такие занятия адаптируют школьников к реальной жизни. Знаете, когда я училась, у нас также проходили уроки труда, на которых нас учили шить, вышивать, готовить. Ну, а мальчиков учили чинить какие-то, я не знаю, там стулья, столы, там мастерить что-то. Конечно, ребенок, он привыкает к какому-то труду. И это положительная тенденция в развитии образования, мне так кажется. Почему? Потому что помимо умственной нагрузки ребенок также должен получать и трудовую нагрузку. Рассмотреть законопроект в Госдуме планируют в декабре во втором чтении. Тамара Хашагульгова, Султан Магушков, Новости 24.